Добрый день. Я напомню, что вы можете присылать нашему гостю традиционно свои вопросы по номеру СМС +7 927 304 1051. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, мы обязательно вопросы зададим. А начнем мы сегодня с темы, которая наиболее, наверное, вам близка. Вы многие годы работали ректором БАКСУ, и на минувшей неделе прошла новость, вот на «Коммерсанте» в частности, о том, что к Академии БАКСУ, которая у нас при главе республики, как известно, будут присоединены 2 учреждения профессиональной переподготовки кадров. Значит, речь идет о... Так, здесь... Учебный центр Государственной службы занятости населения и Институт развития образования Республики Башкортостан. Как вы можете прокомментировать это событие? Что происходит? Оптимизация или что-то другое? Ну, да, 30 мая глава республики подписал соответствующий указ о присоединении к БАКСУ обозначенных вами образовательных учреждений. Что их объединяет вначале? Их объединяет в том, что это организации доп. Образования. То есть повышение квалификации – это дополнительное образование. Там их 2 вида есть. Это профессиональная переподготовка и доп. Образование. БАКСУ в течение последнего времени, она тоже происходит ее такая трансформация, возвращение к истокам, как говорят, и она из образовательного учреждения высшего профессионального образования вот через год станет тоже институтом дополнительного профессионального образования. То есть она перестанет обучать студентов обычных? Обычных студентов там не будет, там только будут... идея какая есть? Это сформировать мощный центр республиканский, центр профессиональных компетенций. То есть любая заявка, которая дается, допустим, ситуацией, временем, о необходимости подготовки высококвалифицированных или поднять компетенцию, повысить компетенцию существующих работников, ну, конечно, в первую очередь государственной муниципальной службы, вот через этот центр эта работа будет осуществляться. Что касается присоединения, то здесь, в принципе, разные точки зрения есть, пока мы в принципе, да никто не знаком с мотивировочной частью этого указа, то есть какие мотивы. Понятно, что и нужно оптимизировать, понятно, что нужно повышать качество компетенции и всю работу делать на современных технологиях, то есть за счет дистанционного образования, информационных образовательных технологий, за счет, то есть более оперативного реагирования на повестку дня, которая обычно требуется. Потому что, человек закончил вуз, проходит там 5 лет, проходит какое-то время, его квалификация уже не соответствует требованиям времени. Это надо постоянно работать над собственной квалификацией. Ну, в принципе, это задача любого человека. Но здесь, что здесь получится, когда Институт развития образования, который занимался повышением, поддержанием в рабочей форме учительского состава и людей, которые руководят образовательными учреждениями среднего профессионального образования. То есть директора, условно. Ну, директора и учителя и так далее. Это, в принципе, огромная армия специалистов. Тысячи. Бюро, в принципе, с этим справлялся. Какие еще, понятно, директоров можно, это управленческие компетенции, повышать их управленческие дела, но совершенствовать методику и профессиональное мастерство педагогов – это не совсем сфера деятельности БАКСУ. Вот, поэтому здесь, если взять, тогда можно всех и присоединить Центр повышения квалификации медицинских работников, сельхозработников, есть такие центры, если уж оптимизировать до конца. Но что касается Центра службы занятости, то это работа на рынок и обучать в первую очередь, переквалифицировать людей, которые уже имеют какое-то образование, но оно не востребовано. Они не могут его, так сказать, реализовать на рынке. Так это чаще рабочие какие-то специальности? Там разные есть. И рабочие могут быть специальности, и сервис, и обслуживание, и так, то есть переучивать, давать новую квалификацию, новые компетенции. Это тоже другая задача. Как это соединить все, а это должно быть сделано до 2 октября, если следовать букве этого указа, по крайней мере, я себе представляю с трудом. Я знаю, допустим, что нужно дополнительные направления, которые там были в этом указе, что нужно готовить специалистов для открытого правительства,
для информационных технологий, да. Этим мы занимаемся, это сможем и так далее. Этим занимаются другие соответствующие образовательные учреждения, как БАКСУ, потому что они есть не только же в Уфе, и в других регионах. Поэтому здесь, я думаю, что еще предстоит нам, так сказать, серьезным образом изучить ситуацию и как следует прокачать ее для того, чтобы это решение было эффективным. Потому что у любого решения есть несколько, так сказать, сценариев развития ситуации. Ну, надо вот какой сценарий сейчас будет, пока это трудно предположить, это надо изучать ситуацию. Скажите, на ваш взгляд, вот возвращение к истокам БАКСУ, это с чем связано? С тем, что студентов сейчас меньше стало, или какие-то другие причины? Демографическая яма, вот это все? Да нет, это не с этим связано. Это связано с политикой федерального центра, который считает, что высшее образование – прерогатива федеральная структура. БАКСУ – это был вуз, который был учредителем, который являлся регион, республика. И финансировать соответствующего. Но сейчас это вопрос, это, во-первых, компетенция управления федеральная, хотя работали по стандартам, по договору, полностью контролировалось Минвузом России и Оборнадзором, то есть все соответствовало. Вот. И аккредитацию, аттестацию неоднократно проходили. И вторая, то, что это нужны деньги дополнительные для того, чтобы выделять деньги на подготовку студентов и так далее. Ну, и, в принципе, посчитали, что у нас достаточно федеральных вузов, которые, в принципе, по похожим специальностям ведут подготовку, поэтому зачем, так сказать, заниматься каким-то дублированием. Вот, и было такое принято решение. Логика здесь есть. Понятно. Другое дело, что когда образовательное учреждение существовало 25 лет и было эффективным и востребованным, вот сейчас последняя информация, которая была в средствах, что выпускники БАКСУ, они занимают второе место по уровню заработной платы и по трудоустройству. После нефтяного, наверное. После нефтяного, да. А вот вузы БГУ, педуниверситет, аграрный, они федеральные разве? Они не башкирские также? Ну, конечно. Ну, они башкирские, но они федеральные. Они финансируются из федерального бюджета. Планы на бюджетные места дает федеральное министерство. В общем-то, это федеральные. Другое дело, что они могут быть разных ведомств. Допустим, медуниверситет – это Министерство здравоохранения, аграрный университет – это Министерство сельского хозяйства, это другое дело. Но все они, естественно, являются федеральными, и федеральный бюджет их финансирует, и, в принципе, как показывает практика последних лет, достаточно неплохо. И на эту тему еще один вопрос тогда все-таки, вот то, что я упомянул, все-таки не секрет, наверное, да, что в последние годы количество студентов было меньше значительно, чем условно 10 лет назад. По вашей информации, да, по вашим данным, тенденция меняется, становится их больше, или вот это как бы все уже, мы опустились на этот уровень, и так и будет все время? И если количество бюджетных мест за это время сократилось, то будет ли эта проблема решаться, или она будет усугубляться? Ну, вопрос бюджетные места, не бюджетные места – это несколько другой вопрос. Бюджетные места – это государство, которое ведет свою образовательную политику, должны четко выделяться на те направления, которые остро необходимы для государства. На те, которые, в общем-то, уже обеспечено рынок, допустим, тем же юристами, экономистами, представителями других гуманитарных профессий, зачем нужно тратить государственные деньги? Логично. Вот. Поэтому я думаю, что кто желает, кто кому запрещает это самое, пожалуйста. Вот. Поэтому здесь, я думаю, должен быть серьезный маневр финансовыми ресурсами в интересах, значит, государства. Что и осуществляется. Другое дело, что количество, да, демографическая ситуация, она непростая. И мы просто знаем, что количество студентов, школьников, ну, сейчас увеличивается. Вот, то есть это такой волнообразный процесс. Вот, на вузах это тоже сказывается. Он сказывается в основном на конкурсе. На количестве людей, которые приняты на обучение, он не сказывается. В конечном итоге всего принимается то количество, которое оптимально для работы вуза. Для того, чтобы загрузить всех преподавателей и осуществлять учебный процесс. Было время, которое вот очень была серьезная демографическая яма, когда это сказалось на оценках конкурсных. Когда приходилось принимать вузам абитуриентов с низким баллом. Без конкурса, условно, напрямую. Практически, да. Сейчас эта ситуация нет. Конкурс есть, он будет. Вот, потому что ЕГЭ. И там есть, честно говоря, некие
ну, такие вот коридор, то есть с этими оценками принимать не рекомендуется. Угу. Хотя я считаю, что раз и навсегда вешать ярлык на молодого человека, который, может быть, в 16-17 лет он еще не в полной мере осознал все важно, что проходит время, ну вот, он начинает это соображать, мозги запустил, работают, а на нем уже висит ярлык ЕГЭ плохое. Ну, значит, надо пересдавать. Но раз уж затронули, вы в целом за ЕГЭ или за старую систему? Сегодня уже она работает, потому что перепрыгивать с одной системы в другую нет необходимости. Поэтому уже и школы научились работать с ЕГЭ, родители научились. И оно, кстати, нормально сказывается. Те, кто хорошо учился, получил хороший балл ЕГЭ, для них же двери любого вуза страны открыты. Согласен? Здесь я не надо, не надо никаких тут тебе знакомых искать, бегать там, дежурить. Все, отправил документы, и тебя принимают. Угу. Иногда даже бывает, что в несколько вузов ты проходишь, просто выбираешь. Учиться хорошо надо. Да. А я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Лаврентьев, политолог. Вы можете задавать нашему гостю вопросы по номеру +7 927 304 1051. А мы перейдем к вопросам, так скажем, глобальным. Да? Минувшие выходные «Единая Россия» провела праймерис, предварительное голосование в Башкирии. Постепенно результаты становятся известными. Ну, помимо самых ожидаемых, что там Рустем Хамитов выиграл свой округ, как бы вот сегодня мы узнаем о том, что оказывается, не все даже действующие депутаты проходят, да, есть некое обновление в этом смысле. Вы вообще как прокомментируете само явление праймерис? Зачем это вообще проводится? Какой смысл в этом во всем? Ну, смысл там есть. Безусловно, праймерис — это слово такое английское, что предварительное голосование. Предварительно оно есть предварительно. Для того, чтобы узнать рейтинг того или иного кандидата на должность депутата, любой праймерис, он полезен. Вот. С одной стороны, это до выборов до сентября еще достаточно много времени, а мы уже с начала июня активируем, мобилизуем внимание избирателя на избирательную тему. Это, во-первых, это вот агитация, пропаганда, реакция. То есть мы лишний раз напоминаем избирателям о том, что есть такая партия «Единая Россия». И даже человек, может быть, даже не пойдет на праймерис, но уже увидев в печати, листовки, плакаты мы вот говорим о том, что, да, вот мы беседуем на эту тему, это как раз заострит внимание о том, что, во-первых, выборы будут в госсобрании, что будут депутаты. Он даже на фамилии не обратит внимания, но уже это важно. Потому что сентябрь не самое удачное время для выборов, вообще для любых выборов. Это с одной стороны. С другой стороны, вот когда вы сказали, что кто-то прошел, кто-то не прошел, здесь по-разному. Во-первых, человек, который вошел в список, заявил себя на участие в праймерис, а там могут быть и как члены партии, так и не члены партии, просто заявить себя. Заявить смогли все, да. Но он ведь должен еще и поработать насчет тех людей, которые придут на эти собрания, чтобы они за него поголосовали. Конечно. Просто так прийти, пришел, увидел, победил, так не бывает. Мобилизовать это людей, не бывает, даже сторонников мобилизовать ни не на просто. праймерис, ни на каких других выборах. Поэтому праймерис — это еще оценка электорального потенциала кандидатов, насколько он вообще включать его в бюллетень, не включать. А как это можно оценить? Ну, явка на праймерис, 13%. Окей. Уже цифры. там можно оценить. Там оценить можно индивидуальные качества, потому что он публично выступает, говорит о своей программе и так далее, насколько он аргументированно, вообще умеет ли он разговаривать с избирателем, с одной стороны. С другой стороны, его ресурс, чисто вот кто ему помогает. Потому что человек без помощников в электоральной кампании, нет, он не может победить. В исключением, конечно, человека известного, типа как Хамитов, потому что ему что, у него должность работает. Некоторые эксперты отмечают, что якобы вот на праймерис Башкирии заранее было все известно и понятно, то есть партия заранее планировала тех людей, которые пройдут и будут утверждены в списках. Более того, выборы, вот эти вот праймерис прошли в воскресенье, до сих пор официальные результаты не объявлены. Вот сегодня они, правда, опубликованы, но сколько дней прошло? Сообщалось, что должно пройти утверждение в Москве. Это вот все что такое? Неужели нельзя подсчитать в ночь после выборов, как это на выборах происходит, и объявить? Вот у нас такие результаты. Ну, здесь да. Вот когда начинается вот подобного рода сложности, прямо скажем, когда сложно считать, непонятно чего, и вдруг это всегда оттягивается, человек сразу понимает, что который принимал участие, он сразу видит, что здесь что-то нечисто. Ну, зачем нужны какие-то дополнительные счеты, пересчеты и так далее.
Праймерис – это праймерис. Принял участие, проголосовали, объяви. Другое дело, что это не может автоматического включения или исключения, кто, допустим, из нужных партий людей вполне возможно. Он просто нужен для работы в парламенте, как специалист, как, так сказать, опытный уже человек. Может быть, здесь он по каким-то причинам не так себя проявил и так далее. Но если он нужен партии, партия сама должна решать. Потому что вопрос решает не на праймерис, а на конференции, на съезде. Вот когда съезд проголосует, это да. А это предварительно, это все, как это мы в вузах иногда проводим такую анкету «Преподаватель глазами студента». Там много чего, но это рабочий документ, он нужен для преподавателя. Это не закон обязательно. Это не есть приговор. Так же и праймерис, это не приговор. И поэтому здесь любая, так сказать, задержка, любая непонятность, я бы так сказал, она работает против праймерис. Наш радиослушатель Вайдар спрашивает, а как отвечает равенству кандидатов, что у тех, кто в праймерис, полгода на агитацию, а кто вступит в избирательную кампанию с момента ее официального начала, имеют всего 2 месяца? Наверное, он имеет в виду, что у кандидатов от «Единой России» 6 месяцев, а у других кандидатов 2. Ну, в этом как раз и преимущество праймерис, что да, человек, который написал заявление с просьбой включить в праймерис, у него есть уже преимущество. Значит, он очень хочет. А кто не написал заявление, непонятно, на что он рассчитывает. Здесь он уже теряет это преимущество. Получается, сторонники других партий теряют изначально просто потому, что их партии праймерис не проводят. Им никто не запрещает проводить праймерис. Другие партии, которые участвуют в выборах и будут участвовать, и коммунисты, и «Справедливая Россия», и другие, они имеют полное право проводить подобного мероприятия, но они считают по каким-то причинам это ненужным, или не готовы они к этому делу, всякие могут быть причины. Вот, поэтому здесь говорить о том, что если «Единая Россия» это проводит, значит, она что-то там неправильно делает, нет. Они решили, приняли соответствующее решение, выделили соответствующие ресурсы и привели. И не первый раз уже. Отставка, так называемая, пока еще не подтвержденная официально, главы администрации, значит, главы республики Владимира Нагорного. И возвращение в команду Хамитова Евгения Маврина, бывшего вице-премьера. Да, сейчас он вернулся на должность заместителя главы администрации. Это вот что за явление? Это дефицит кадров в администрации Хамитова или какие-то другие причины? Одним словом, 2 вопроса. Есть ли отставка, на самом деле, и возвращение Маврина? Это что значит? Ну, отставка уже, можно считать, что состоялась, потому что сегодня он попрощался. Пришел и попрощался с коллективом. Вот. Ну, это о чем говорит? Это какой у нас же по счету руководитель администрации главы? Ну, вот я 4-й, по-моему. Курапов, Махмутов, да, 4-й. 4-й за сколько? За 6 лет? Это, мне кажется, многовато. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что и работа тяжелая, сложная. Видимо, в Кремле реже меняются, да, сравнительно? В Кремле там стабильность. Она такая стабильность, которая уже вызывает критику. Не без этого. Да, а здесь вот как раз другая сторона, когда вот эта текущесть, вот, она как раз говорит о том, что очень сложные отношения, и, видимо, глава республики, он очень эмоционально часто реагирует на какие-то вещи. Ну, а если Нагорный, вернее, ушел, я не знаю всех нюансов, потому что я знаю его как нормального опытного работника, потому что видел его и в районном уровне, когда он работал в Большекинском районе. Но вы видите лично просчеты в работе именно администрации по тем вопросам, за которые администрация отвечает? Администрация в первую очередь отвечает за кадры. И главная функция администрации – обеспечение деятельности главы республики. Все. За все другое отвечает правительство. За экономику и жизнь людей. Да, это все правительство. Вот, а здесь это, значит, плохо обеспечивал. Какие-то есть, видимо, варианты, которые... Или разные точки зрения на какой-то вопрос. Это тоже возможно. Хорошо. А возвращение Маврина? Ну, вот здесь меня немножко удивительно. Евгения Викторовича я очень хорошо знаю. Вот, он очень хороший работник. Просто он же как раз ушел, потому что имел разные точки зрения на один вопрос. Он никогда своей точки зрения не скрывал. Всегда ее говорил. И вот, допустим, где-то не сошлись, но он ушел. Но здесь, видимо, или не хватает таких людей,
Вот, хотя, с другой стороны, я вот думаю, что в одну и ту же воду войти дважды еще никому не удавалось. Но вы предполагаете, что он именно возглавит администрацию главы? Ну, здесь об этом говорят. Говорят. Да. И он, в принципе, готов для этой работы. Угу. Мы сейчас прервемся на новости, после чего вернемся в нашу студию, где у нас в гостях Сергей Лаврентьев, политолог. Присылайте ему свои вопросы по номеру +7 927 304 1051. В Москве 13 часов 30 минут. Новости. В Санкт-Петербурге учащихся эвакуировали с ЕГЭ из-за задымления техникой. Как передает ТАСС, это произошло в одной из школ Фрунзенского района. По предварительным данным, в результате скачка напряжения пострадали компьютеры и оргтехника. Задымление произошло в нескольких аудиториях. В итоге экзамен остановили, детей эвакуировали, ЕГЭ по русскому языку для учеников школы перенесли. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку сообщений о смерти онкобольной женщины возле больницы. Это произошло накануне вечером. Как сообщает Знак.ком, прохожие обнаружили женщину, лежащую около входа. К приезду скорой она уже не подавала признаков жизни. Очевидцы утверждают, что звали на помощь сотрудников больницы, но они были безразличны. У администрации Новосибирска нет средств, чтобы достроить метро. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил в видеообращении к президенту. У нас работают 2 линии, 13 станций, последняя из которых была введена в 2010 году. С тех пор строительство метрополитена фактически заморожено, потому что за счет бюджета города, даже при поддержке областного бюджета, сделать это невозможно. Большая просьба оказать поддержку в достройке нашего метрополитена. У нас есть проектно-сметная документация. Мы видим, что надо достроить 3 станции, метродепо. У нас есть понимание, как это делать, у нас есть навыки. Все для этого имеется. Нужна только финансовая поддержка. Будем очень благодарны за оказанную помощь. Для сибирской холодной зимы крайне важно развивать общественный транспорт, а именно метро. Еще одной проблемой Новосибирска Локоть назвал расселение ветхого и аварийного жилья. Из-за чемпионата мира по футболу сократится количество обычных туров в Россию. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Надо понимать, что классических туристов, которые приезжают с экскурсионными целями, с познавательными, конечно, на период проведения чемпионата мира будет значительно меньше. По предварительной оценке, примерно на 700 тысяч человек меньше приедет в период июнь-июль в Россию, именно в связи с тем, что у нас проводится чемпионат. Приедут, правда, почти 400 тысяч иностранных болельщиков, но туристов на 700 тысяч будет меньше. Операторы отмечают сдвиг спроса на август и сентябрь, и оценочно снижение спроса именно в туристическом сегменте может составить порядка 10-15% по итогам 2018 года. По словам Ламидзе, спрос на обычный туризм в России в следующем году может вырасти на 20%. Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран мира, опустившись на одну позицию. Рейтинг составляет Международный институт экономики и мира, пишут «Ведомости». Всего в списке более 160 государств. В самом низу рейтинга Южный Судан, Афганистан и Сирия. Ну а самой миролюбивой страной эксперты признали Исландию. За ней следуют Новая Зеландия и Австрия. В Москве сейчас плюс 12 градусов. Завтра днем обещают до 16 тепла. Также местами дожди. Марина Старсина, служба информации «Эхо Москвы». Реклама. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефонам 287 29 53 и 286 6066.
Да что там за люди в горсовете решения принимают? Хотите узнать, что за человек уфимский депутат? Слушайте программу «Депутаты и факты», и вы узнаете, что за люди принимают решения в городском совете. Оригиналы программ по понедельникам, средам и пятницам. 26 июня в 19 часов в гостинице «Атолла» по адресу Гоголя, 72 пройдут третьи дилетантские чтения в Уфе с главным редактором журнала «Дилетант» Виталием Дымарским, а также политиком и ведущим «Эхо Москвы» Владимиром Рыжковым. Тема лекции «Черчилль. Премьер воюющей Британии». Приобрести билеты вы можете на сайте concert.ru или в кассах города. Подробнее по телефону 299 02 99. Внимание! Количество билетов ограничено. Партнер мероприятия ООО «Финам.РБ», информационный партнер, сайт profu.ru. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. На «Эхе Москвы» в Уфе продолжаем программу «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валеев, а в гостях у нас Сергей Лаврентьев, политолог. Присылайте ему свои вопросы по номеру +7 927 304 1051. Продолжим мы говорить на тему, которая последние 2 месяца одна из самых ключевых, наверное, на повестке в Башкирии. Это разработка шиханов, содовое производство и все, что вокруг этого происходит. Вот последняя информация, которая сегодня опубликована на «Коммерсанте», о том, что Хамитов призывал, значит, построить альтернативное производство и ускорить этот процесс. То есть некое предприятие, которое будет вырабатывать соду в Башкирии и будет прибегать к каким-то альтернативным источникам сырья. И о башкирской содовой компании здесь ни слова. Вот что это такое вообще, как вы считаете? Ну, я думаю, может, журналисты не совсем точно, так сказать, выражали, потому что такое построить новое? Крупнейшее предприятие Европы, и вдруг найти, это же надо такого инвестора иметь. Насколько я знаю, в правительстве Российской Федерации на это денег пока нет. Угу. Вот, если нормально, эффективно работающее производство, не хватает сырья, другой вопрос. Вот сырье можно найти как здесь, рядом, и оно, в принципе, есть, это гораздо Шихан, или где-то чуть подальше, это значит, конечный продукт будет дороже. То есть выход из ситуации есть, который не требует никакого нового строительства. Но он говорит, что по поручению правительства России мы будем реализовывать планы по строительству в Башкирии нового производства, которое будет конкурентом башкирской содовой компании. Вот буквально. Ну, не знаю. По крайней мере, я... видимо, какие-то идеи есть на этот счет. Но если даже они есть, но пока не обеспечено финансово, непонятно, кто будет финансировать. Вот, я думаю, что разговор на эту тему преждевременный. Угу. А если к вопросу нашему базовому вернуться, да, вокруг содовой компании вот есть, на первый взгляд, только одна проблема. На самом деле, вот я их вижу больше, да. Главная проблема — это разработка или не разработка шихана Таратау. Но вот экологи, например, говорят, что вообще не в этом вопрос, а вопрос вообще в экологии, что огромное количество отходов накоплено, да, что вот эти белые моря, значит, вокруг Стерлитамака подземные хранилища переполнены, значит, огромный объем якобы... Завод в 15 раз больше, чем рассчитывалось изначально. На ваш взгляд, какая проблема главнее? Вот здесь как раз вот эта перегрузка и на экологию, и на чрезмерная, так сказать, модернизация сверх возможностей изначального проекта, да, вот это, наверное, может быть даже более важная, может быть, причина для нового строительства. Угу. Вот, а новое строительство совсем не обязательно. Зачем строить его здесь? Если мы уже перегрузили экологию. Безусловно, и сырьевая база, тем более истощена. Поэтому здесь я не вижу, здесь вот как раз здесь нет логики. Вот, там много вопросов, прямо скажу, много вопросов, потому что содовое производство — это одно, где в России еще есть оно? Да, в Крыму, насколько я знаю. Вот, вряд ли это будут там это делать в таком объеме, как у нас. Угу. Вот, по понятным причинам, да. Вот. У нас это все равно будет делать, это нужно промышленности страны. Угу. Без этих продуктов не работает, так сказать, очень огромное количество отраслей промышленности. Значит ли это, что волевым решением правительства России примет решение о разработке Таратау? Это может быть. Это не исключено. Не исключено. Это будет связано с обороной и так далее, и так далее.
Это не исключено. Окей, а тогда откуда взялась позиция Рустема Хамитова? Он довольно-таки, скажем, уверенно отстаивает. Я могу так сказать, это его принципиальная позиция, и слава богу. Личная, да? Да, личная, он эколог, он понимает всю вредность, все и так далее. Вот. Но его личная позиция, это, мы ее одобряем. Но я вот, допустим, смотря на сам процесс и зная другие точки зрения, вот, в том числе и, можно сказать, что ну куда деваться-то? Ну куда деваться-то? Вот в связи с тем, что Рустем Хамитов отстаивает интересы Таратау, некоторые политологи, в том числе вот Аббас Галямов, считают, что он сблизился по этому вопросу и довольно-таки сильно приблизился к националистам, да, к национальным движениям Башкирии, которые по большинству вопросов противостоят с Рустемом Хамитовым, а в этом вопросе вроде как они объединились. Аббас Галямов считает, что это неправильно, это опасно, Рустем Хамитов ведет неправильную игру. Вот как вы это можете прокомментировать? Ну, я думаю так. Во-первых, здесь он никогда не ссылается на какие-то на все мотивы, которые идут от национальных движений. Там это какой-то центр, памятник, связанный с исторической и духовной жизнью башкирского народа, сакральность какая-то там присутствует, это все понятно. Вот он этим не эти его мотивы. Его мотивы как раз это экология и геологический памятник. Он действительно уникальный. Он действительно уникальный, по нему можно изучать сам процесс формирования, да, наверное? Ну, образования Земли, вот эти все периоды и, так сказать, развития Земли, когда здесь еще бушевал, так сказать, океан, моря и прочее. Это действительно огромный памятник. Нет таких памятников, ну, по крайней мере, они не разбросаны, так сказать, через каждый там, в каждой стране и там в каждом регионе. Он уникальный. Поэтому здесь понятно, и логика, и так далее. Но вот целесообразность, вот, найдут альтернативу. Я думаю, что возобладает эта точка зрения. Альтернативу еще нужно просчитать, посмотреть, найти, кто будет это делать. Кто? Вопрос. Государство. Государство должно реально посмотреть. Я пока не слышал, что там кто-то что-то рассчитывает. Там какую-то нашли площадку, ну, где-то вот на сколько там километров она дальше, чем Таратау? Ну, прилично. Ну, говорят, далеко возить. Вот такая фраза есть. Ну, далеко возить, как можно возить. Можно, в принципе, сделать и трубопровод. Вот, и, конечно, технически сейчас все возможно. И лучше построить одну дополнительную какую-нибудь дорогу, которая с универсальным использованием, а не только для поставки руды, да? Вот, то, в принципе, ну, все можно прочитать. Ну, вот на фоне, казалось бы, всеобщей поддержки точки зрения Хамитова, Денис Мантуров, министр промышленности России, высказался на форуме петербургском о том, что все-таки тут не все так просто, да, возможно, какие-то экономические интересы конкурентов из Турции преследуются, и вообще Шахан надо разработать. И на этом фоне вот неожиданностью для нас, как журналистов, стало заявление партии ветеранов, которая обратилась с большим письмом к Владимиру Путину. И в этом письме как раз-таки однозначно прослеживается точка зрения, что не надо никого слушать, надо разрабатывать, это экономика, это безопасность страны. Это, наверное, ветераны, которые работали на СОДе. Ну, партия ветеранов вообще разных, она не касается ветеранов. Ну, в принципе, кому это понятно, что это инициация, инициирована сторонниками, инициирована коллективом, так сказать, людьми, которые заинтересованы, но не только, вообще промышленниками. Промышленники все за. И Денис Мантуров, у него, хотя прошла информация, что была встреча, и якобы о чем-то договорились, а потом пошла уже информация, что не так все просто. Да, о том, что договорились, очень была витиеватая формулировка, да. Мы оттуда ничего не поняли. Ну вот, а потом, что не так все. А вот не так просто, это тоже дипломатическая формулировка о том, что пока решение не принято, ничего. Затронули вот мы деятельность националистических, да, организаций Башкирии. В связи с этим вот активизировался политик Айрат Дильмухаметов. Знаете такого? Значит, он довольно-таки своеобразно, скажем, да, высказывается, называет себя президентом Четвертой Республики. И, в общем-то, такую довольно-таки одиозную деятельность проводит. Вот вы как оцениваете эту деятельность? Вообще, что происходит? Ну, здесь, понимаете, в чем дело? Что вот здесь уже вопрос... Я его хорошо знаю. Вот. Вопрос, он уже, коль стал на этот путь, он уже
и идет по нему, он уже не видит других вариантов собственного поведения. Самоидентификации. Да, он уже все встал, он уже политик, он стоит на национальной платформе, он защитник башкирского народа, он критик режима, это все вот понятно, и готов на все. Но когда прежде чем башкирский народ за него, он себя называет уже президентом, президентом республики, народ в курсе? Это он торопится. Вот. Нужен ли башкирскому народу такой президент? Он его не спросил. А народу башкирскому нужен вообще президент или народ башкирский устраивает глава? Ну, это вопрос уже в термины. Я думаю, что, в принципе, народу... Знает ли народ, что у нас уже не президент, а глава? Вопрос, да? Я думаю, что знает. Вот. Другое дело, что не в этом вопрос. Вопрос как раз в том, насколько эффективно работает вообще власть, и региональная власть в частности. Насколько она решает вопросы людей, простых людей. Вот. Вопросы, вот как они были, вот эти самые жилье, медицина, здравоохранение, ЖКХ, дольщики и так далее. 6 лет назад это все было. Сейчас все это дороги. Есть. Дороги, значит, стали хуже. Вот. Ну и так далее. То есть это реальные вопросы, которые стояли в повестке дня всегда. Сейчас они стоят. Как бы ни называлась должность. Ну, раз уж мы говорим вот об этих вопросах, которые стояли и стоят, у нас общественный транспорт в Уфе, да, есть некая проблема, и она время от времени всплывает. Вот, например, в последнее время она всплыла в качестве информации о том, что у нас вновь планируется, по крайней мере, разговоры пошли о том, что будет соединяться северный и южный радиус трамвайных линий, что новая линия будет построена по улице Комсомольской. Жители соответствующих домов начали собираться в инициативные группы, проводить сходы, собирать подписи и обращаться уже там даже к Путину на тему того, что, опять же, вот, да, как у нас обычно, все обращения не куда-нибудь, а сразу к Путину. Ну, завтра мы узнаем. Завтра же прямая линия. Ну, к сожалению, одного Путина на всех, как правило, не хватает. Вы как считаете, вообще трамвайную линию строить надо? Ну, в чем дело? Я вот тот трамвай, который работает сейчас в Уфе, он работает очень эффективно. Он действительно, город разделен, северная и южная часть, веток мало. Если внимательно посмотреть, то даже вроде бы оживленная часть от вокзала до автовокзала всегда там было, как сейчас, народу нет. Полупустые вагоны. Посмотрел старые европейские города, Прага, Мюнхен, Будапешт, тот же Стамбул. Там прекрасно работает трамвай, он нужен городу. И трамваи сами по себе совсем другого качества. Вот. Они никому не мешают. И там вот этого грома с консервной банки пустой, чего боятся жители-то, шума. Вот. Это сразу видно, что это никому это не надо. А вот такой современный вид, это надо работать. Но опять же нужны деньги. Где? Если сейчас не хватает для того, чтобы заплатить за электричество, периодически электрические сети... Ну, так не платят МУЭТ, который занимается трамваями. А у него где взять-то? А у него нет денег, потому что пассажиров нет. А пассажиров нет, потому что линий не хватает. Поэтому город должен инвестировать. А те, которые есть, пустые? Есть, но людям невозможно же. Вот вы сами говорите, неэффективная сейчас сетка у нас. Вот здесь вот такая и сетка неэффективная. С другой стороны, север и юг, это мы же один город. Конечно, его надо соединять. И вот тот первый проект, который вот в свое время, я считаю, что... Это было неправильное решение, когда практически уже были выведены, уже прорубили. На Блюхера вы имеете в виду? На Блюхера. И там нет жителей такого количества. И, в принципе, это вполне реальная вещь была. И деньги были. Нет. Здесь не до конца, изучив ситуацию, остановили проект. Сейчас вроде бы все сделали. Слушания в городе прошли. А жители считают, что им об этом никто не говорил. Ну, по крайней мере, те активисты, которые собрались. Ну, это часто на любой проблеме у нас накрутят ситуацию и так далее. И там, в принципе, 8 всего остановок. И одно другому там, я внимательно смотрел, как это будет, и почему люди там в одном только месте, так сказать, немножко близко будет к домам. Но все зависит, опять же, от трамваев и путей, которые будут, если будут европейские, на резиновом основе, то там шума никакого не будет. Вот, но как это будет сделать, соединять надо. Если другой вариант,
давнишний, что нужно пустить по железнодорожным путям, которые проходят через город, городскую электричку. Ну, я помню этот вариант. Ну, а пассажиры как будут доставляться к электричке? Ну, Дема, станция Уфа, станция Черниковка и так далее. Вот это же вопрос любой другой транспорт. Там же планировалось сделать развязки. Там, где есть железнодорожные, детские транспортные развязки с оперативным транспортом. Это тоже решение вопроса. Вот круглый стол прошел на эту тему в Уфе, да, тема обсуждалась. Там больше не трамваев, а конкретно вообще транспорта в целом. Проблема маршруток, прежде всего, затрагивалась. И вот, в общем, у меня сложилось впечатление, что здесь вот разговоров много, а нет воли, на самом деле, политической. Потому что вот в те города, где приняли решение, в принципе, за год, за два все изменилось. Появились, условно говоря, большие однообразные автобусы, и люди стали понимать, что происходит. У нас ничего не меняется много лет. Вот в чем причина? Я прав или есть какие-то другие вещи? Я думаю, что с вами здесь абсолютно я согласен, потому что тоже пользуюсь этими видами транспорта. Есть уже давно много десятилетий сложившейся структура. Вот она вся вроде бы, хотя изменилось уже количество людей, передвижение, пришло новые микрорайоны и так далее, и так далее. Заводы, которые нужно было обеспечивать рабочей силой, сейчас многие просто не нуждаются в таком количестве. Те же трамваи возили рабочих на нефтезаводы. Да. И, ну, и так далее. Вузы работают по своей системе и так далее. Обслуживающие персонал. Ну, много чего. То, что здесь нужно комплексное изучение ситуации. И потом уже планирование и маршруты, уже они должны в готовые маршруты продаваться тем, значит, компаниям, которые занимаются обслуживанием. Целиком вернуться к государственному обслуживанию не получится. Нет таких возможностей. За счет Башавтотранса полностью Уфу обслужить не получится. Ну, на ком ответственность за решение, политическую волю? На администрации. Только на городе. Потому что, значит, там кто этим занимается, значит, он плохо этим занимается. Ну, вот. Все-таки, наверное, все сходится на главе города. Ну, он тоже отвечает. Но, насколько знаю, что он как раз изучает ситуацию всячески. Но другое дело, изучает. А где взять финансирование? Это мощное же финансирование. Вот сейчас с этим мостом, это же деньги, никто их не планировал на ремонт этого моста. Их надо было найти срочно, оперативно. Откуда-то изъяли, откуда-то забрали. Прошла информация, что аэропорт якобы профинансировал из каких-то своих платежей, которые и так планировались. Вот в результате все это дело так. И там долги еще после этого БРИКС еще не вернули городу. Вот между тем, да, у нас мэр города вчера провел прямую линию, буквально за сутки до главы государства, который завтра проведет свою прямую линию. В этом смысле он прям-таки удачный, на мой взгляд, рядом с главой государства. Ну, удачный, тактически, это, наверное, правильно. Буквально за несколько дней до прямой линии Елалова блогер Илья Варламов вспомнил о нашем городе вновь нелестным словом, и о мэре, и реке Елалове в частности. Написал пост о том, что город планомерно уничтожается 10 лет. Не видели информацию? Знаете, Варламов, я несколько раз читал его в блоге и так далее. Мне кажется, что это 100% заказная идет заказуха. А вы не согласны с тем, что у нас действительно старый центр постепенно уничтожается, дома сносятся, застраиваются высотками, вот это все разве не так? Сохранять разве не нужно историческое наследие? Надо сохранять действительно исторические вещи. Это надо сохранять. Но надо сохранять опять же как? Вот старые здания. Вот вы обратили внимание, сколько стоит за занавеской старое здание по Карла Маркса? Конечно. Прекрасное было каменное здание, которое... Ну и сейчас оно прекрасно стоит. Просто нет денег. Оно разрушается при этом. Оно инвестора, который из-за этого взялся. Вот несколько лет назад оно выглядело, кстати, лучше. Сейчас, по-моему, там взяться уже практически не за что. Там уже скоро роща вырастет. Да, ну а кто-то же должен решать, инвесторов искать, которые согласятся. Вот место такой, какое замечательное. Но все-таки ответственность... очень хорошее. Я вот считаю, что здесь... вина никто не снимает, наверное, из главы города, слов нет. Он должен отвечать, значит, найти надо варианты какие-то. Другие варианты. Продать, значит, кому-то. Тендер объявить. Пока не вижу, не слышал, не видел, чтобы были какие-то тендеры. А на уровне республики заниматься столичными вопросами, это вот не вариант? А вот здесь какая-то есть в последнее время особенность, что особенно никто не хочет заниматься столичными вопросами. Их больше почему-то интересует Елалов, а не город Уфа. Ну, может быть, интересует он Елалов, потому что Елалов не справляется как раз-таки с городскими вопросами? Я думаю, что не только в этом. А в чем еще? Ну, вот потому что здесь
Все, один человек, значит, он виноват. Решим. Ну, мы говорили же о чехарде кадровой. Это не решит. Вот я уверен, что... А делать-то что все-таки вот в республике А сейчас? Здесь надо, давайте проведите заседание Курултая, Госсовета по столице. Столица — это столица, столичный статус. Там вообще особый механизм финансирования, она выполняет столичные функции. Вот нашли хорошие деньги, чтобы построить огромную набережную, которая пока не готова. Там 3 миллиарда, первая очередь, 3 миллиарда, вторая. Вот сегодня мы говорили, 2,4, правда, да, не 3. Деньги есть на какие-то объекты, которые не совсем очевидны с точки зрения необходимости. Это Росгидро. Ну, а деньги чьи? Росгидро. Росгидро приехала условно в Уфу, выделила деньги, чтобы построить набережную? Ну, просили на деньги, когда там как раз Рустам Закирович работал. Угу. То есть строительство набережной — это его заслуга, это его личный проект, можно так сказать? Ну, по крайней мере, он к нему неравнодушен явно. Угу. А если вот другие какие-то похожие проекты, найти таких же партнеров вроде Росгидро и построить новый мост? Я думаю, что новый мост — это миллиардные деньги. Дай бог нам закончить вот туннель и мост. Там нашли, кажется, инвесторов, и вроде бы скоро процесс закончится, но через Уфимку. Угу. Вот. Хотя Восточный выезд. Там уже сколько лет? Уже больше, почти 30 лет. 20 точно. Этот туннель там строят. Это же никуда не годное дело. Если мы Крымский мост за 2 года построили. Да когда хотим, можем. Когда хотим, можем. Поэтому вопрос воли. Не только денег. Перейдем немножечко ближе к концу программы к федеральной повестке, даже такой общемировой, я бы сказал. Да? Произошла история с фейковым убийством журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Буквально в течение суток все события произошли. Сначала был некий шок от этого убийства, пошли версии и прочее. Потом раз, и появляется информация, что это инсценировка спецслужб для того, чтобы его спасти, там, и спасти жизни еще других журналистов. При этом вы как оцениваете вообще эту ситуацию? Почему это произошло? Кому это нужно? Я, во-первых, оцениваю ситуацию, что они, во-первых, запланировали ее и, в принципе, хотели посмотреть, как оно пойдет развиваться. Но когда вдруг, в принципе, все серьезно сказали, что этим надо серьезно заниматься, когда еще не было ясно, что это инсценировка, потому что и наши заявили, что расследовать в конечном итоге, понятно, стрелку хотели перевести на Россию, что, мол, коли он лично объявляет себя лично врагом Путина, то, наверное, вот он и достал его, и принял такие-то решения. Хотя, в принципе, даже после того, когда опять сказал, что лично, то есть он хотел даже вот этим каким-то образом сфокусироваться. Зачем ему нужно? Он будет опускаться до конкретных личностей. Ему ни холодно, ни жарко. Таких деятелей, которые критикуют достаточно... Ну зачем он? Есть спецслужбы, возможно, конечно, он и не в курсе. Как бы я не претендую, да, на то, что... Не, ну спецслужбы, что, они не этим должны заниматься. Да, но на Украине, вот когда они это инсценировали, в конечном итоге это показали, что этот режим готов на все, лишь бы обеспечить, во-первых, запугать журналистов как таковых, не только его просто с ним договорились. Ну, 19-й год, выборы президента. Все, это надо серьезнейшим образом, там это, видимо, не последний случай, который начинает, так сказать, журналистскую братью, так сказать, опускать. То есть это сигнал и иностранным, и своим журналистам? Всем. Так? То, что... Это, главное, все поняли. В принципе, международная общественность восприняла это как негативный факт, сам факт инсценировки. Спасибо большое. Это была программа «Персонально ваш». У нас сегодня в гостях был политолог Сергей Лаврентьев. Спасибо вам большое, Сергей. До свидания. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.